Радиостанция Вести ФМ, ежегодная телепрограмма, разговор с Дмитрием Медведевым. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Вас представлять не буду, вся страна знает, но потом еще там все. Дмитрий Анатольевич, на правах представителя канала «Вещателя» начну с вашего позволения. Программа у нас регулярная, ежегодная, но, пожалуй, такого плотного года в истории новой России, по крайней мере, не было. И за плечами очень много важных дел, и воссоединение с Крымом, и парад. Но потом были санкции, были антисанкции, которые добавились к замедлению экономики, обозначившемуся ведь еще до свистопляска с курсом рубля, свистопляска с ценами на целый ряд продуктов. Поэтому, вопреки традициям, я бы задал вам вопрос не года, а, скажем так, быка за рога сразу. Придется или не придется пересматривать бюджет, который хоть и принят вот буквально там 3-4 недели назад, но рассчитывался в старых реалиях и, в общем-то, принимался еще в прежних реалиях. Придется ли это делать? Сергей, но я все-таки несколько слов скажу про итоги года. Хотел бы отметить, что, конечно, год этот и очень плотный. В этом году были и колоссальные достижения, и большие проблемы. Но сначала скажу про экономику. Действительно, вы правы, в нашей экономике накапливается прямо и откровенно, то, строго говоря, мы не выходили из кризиса 2008 в полном объеме. То есть за последнее время у нас был восстановительный рост и некоторое падение, но тем не менее кризис экономики сохранились. В этом году, тем не менее, мы, несмотря ни на какие условия, смогли выйти на положительный результат. У нас по итогам года будет прирост ВВП, что на самом деле действительно важно, особенно если сравнивать ситуацию с другими странами. Да, у нас на мете мы ориентировались на другие показатели. Это привело и к тому, что цены на продовольственные товары стали формироваться под влиянием целого ряда негативных факторов. То есть в этом смысле итоги года весьма противоречивы. Но я считаю, что даже несмотря на все то, что происходит, тем не менее мы все-таки сумели обеспечить вот тот результат. Значит, конечно, это далось легкой ценой. Нам пришлось отказаться от целого ряда программ, пойти на определенные жертвы, если хотите. Но, тем не менее, это возможно сохранить и в следующем году. Если говорить о сценариях будущего года, вот то, что вы сказали, быка за рога, действительно, в настоящий момент у нас заложены одни сценарные условия. Не скрою, эти условия могут измениться. Мы с вами наблюдаем за тем, как развиваются события на рынке. Помню, что если в прошлом году, в конце прошлого года, цена на нефть была еще целому ряду существенных последствий, прежде всего связанных с курсом рубля. Поэтому, если будут меняться существенные экономические условия, нам придется пересматривать и сценарные условия, и в конечном счете принимать решения и по бюджету. Но пока мы этого не делаем. Дмитрий Анатольевич, а можно ли сказать, что падение рубля, которое сейчас происходит, оно было инициировано? И за этим стоит чисто рыночная ситуация? Или все-таки падение контролируется финансовыми властями? Ведь низкий рубль выгоден бюджету. Банк и правительство, и в необходимых случаях, что называется, принимать оперативные меры. Значит, в чем они заключаются? И в чем, так сказать, проявляется эта ситуация? Целый ряд компаний, они должны платить по своим долгам. Это нормальная ситуация. Это крупные компании, которые должны накапливать довольно длинные валютные позиции и потом рассчитываться по своим контрактам. В этом случае они не осуществляют продажу валютной выручки. И происходит так, что валюта в достаточном количестве на валютный рынок не поступает. Вот для того, чтобы этого избежать, естественно, и правительство, и Центральный банк, в известной степени просто ведут переговоры с крупными компаниями для того, чтобы они более ритмично, более равномерно осуществляли такие продажи. Это нормальная практика абсолютно, и мы этим занимаемся. Дмитрий Анатольевич, а вот про настроение людей. Рубль стремительно дешевеет, и это, похоже, еще совсем не предел. А власти открыто, вообще безо всяких экивоков, говорят, что девальвация рубля им, властям, или вам, властям выгодно. Потому что действительно в бюджете будут деньги на выплаты пенсионерам, бюджетникам. Но
что делать людям? Ведь пенсии старые, а цены новые, и все почувствовали резкое снижение покупательской способности, не говоря уже о произошедшей фактической конфискации накоплений того же среднего класса. И что может правительство сейчас предложить гражданам вместо былой уже стабильности? Марина, знаете, я вот считаю, что экономические категории, они не могут быть кому-то выгодны или невыгодны. Вы говорите о девальвации. Девальвация как экономический процесс, как ослабление курса, допустим, нашей валюты, она не может быть кому-то однозначно выгодна или невыгодна. Значит, это просто данность, с которой мы столкнулись. Именно в силу тех причин, о которых я только что сказал, отвечая на предыдущий вопрос. Значит, такого рода процессах или в таких явлениях есть и положительные для экономики моменты, и весьма отрицательные. Значит, в чем, например, заключаются отрицательные моменты? Очевидно, что уменьшается количество товаров, которые можно приобрести по импорту, уменьшается покупательная способность людей, ослабляется возможность компаний приобретать оборудование, те или иные объекты, которые необходимы им для нормальной производственной жизни. Есть, наверное, и определенные позитивные моменты. Они заключаются именно в том, что экспортеры получают валютную выручку за счет изменения курса. У них появляется большее количество рублей, они могут покупать на эти рубли большее количество товаров внутри страны, заказывать новые подряды, значит, новые работы, то есть заказывать новую продукцию. За счет этого расширяется наша экономика. То есть говорить о том, что девальвация выгодна или невыгодна, не очень правильно, потому что есть и плюсы, и минусы. В долгосрочном плане, я хотел бы сказать, очевидно, что существенное ослабление курса рубля для нашей экономики невыгодно. Более того, большинство экономистов, аналитиков сходятся в том, что в настоящий момент все-таки рубль избыточно переослаблен. То есть он недооценен. И это следствие вот тех самых факторов, о которых я говорил. Помимо цен на нефть, еще и всякого рода негативных ожиданий, которые сформировались и которые существуют. И в этом смысле очевидно, что какая-то переоценка, она произойдет. Не знаю, будет ли это в этом месяце, через месяц, но в любом случае баланс какой-то будет достигнут. Да, для бюджетных целей поступление дополнительного количества, что называется, рублей имеет определенное значение и для балансировки бюджета, и для целого ряда других позиций. Тем не менее, еще раз говорю, в стратегическом плане это для государства, для экономики невыгодно. Но в том, что касается того, что могут делать люди в такой ситуации... Люди-то беднеют. Значит, очевидно, да, очевидно, что это бьет по карману всех людей абсолютно, кто зарабатывает деньги в рублях, а таких у нас абсолютное большинство, значит, все мы получаем зарплату в рублях, и, естественно, это снижает нашу покупательную способность. Значит, здесь точно не нужно из этого устраивать какой-то такой особой истерики, что называется. Здесь нужно просто набраться терпения и посмотреть на то, каким образом развивались события в похожей ситуации. Я напомню, что происходило в 2008-2009 году, когда произошло довольно существенное ослабление рубля. Часть наших людей побежала в обменники, естественно, для того, чтобы как можно быстрее конвертировать рубли в другую валюту, в доллары, в евро. Но впоследствии произошло укрепление рубля, причем где-то приблизительно тоже на 25-30% против тех значений, которые были достигнуты на пике ослабления рубля в 2009 году. И те, кто переложил свои накопления в доллары, в другую валюту, они просто потеряли деньги. Вот поэтому понятно, что эта ситуация никого не радует. Она зависит от целого ряда объективных факторов, о которых я говорил. Но, тем не менее, я считаю, что нам всем нужно просто набраться терпения, пережить этот тяжелый период, и смотреть в будущее. А как правительство сможет ли помочь тем, кто не может дождаться этого, терпеть не может? Значит, в отношении правительственных мер мы, конечно, будем индексировать и пенсии, и будем проводить индексацию и по бюджетникам в тех рамках, в которых мы это можем сегодня делать. Это очевидно абсолютно. В том, что касается коммерческого сектора, конечно, это задача, которую должны решать сами работодатели.
То есть ваш конкретный совет, не нужно закупать доллары, евро. Вообще, каждый день по телевизору мы видим безумных экономистов, которые дают абсолютно противоположные советы. Мало того, кто-то говорит, скупайте дорогие ювелирные украшения, дорогие машины, и бедные люди поперли, значит, новую кабалу на себя вешают. Вот ваш совет как носителя ценной информации, значит, оставаться в рублях и не дергаться, скажем так. Знаете, я считаю, что вообще при возникновении такого рода экономических проблем самое главное не принимать скоропалительных решений. Нужно спокойно смотреть за развитием ситуации, ну и планировать, конечно, свои приоритеты с учетом того, что ты имеешь. Если у человека есть какие-то накопления, он вправе поступить им как угодно. Но еще раз повторяю, даже вот опыт предыдущего кризиса, потому что люди редко к чему прислушиваются, такова человеческая психология, но опыт предыдущего кризиса показывает, что попытка обязательно переложить свои запасы в иностранную валюту очень часто просто приводит к потере соответствующих денег. Очень короткий вопрос. Вы на своей личной семейной экономике почувствовали вот эту разницу между рублем, евро и долларом? У вас же сын студент, на него приходится тратить немало денег. И свои сбережения вы в чем храните? Я, естественно, храню свои деньги в рублях и зарплату получаю в рублях. И вместе со всеми нашими гражданами, естественно, изменение или ослабление курса рубля сказывается и на тех деньгах, на тех средствах, которые я получаю. Это понятно. Вот, так что в этом смысле мы все находимся в одной лодке. Дмитрий Анатольевич, мы все помним, как еще летом этого года многие правительственные чиновники говорили, что санкции нам в целом нипочем, мы от них только крепчаем. Сейчас, в общем, уже стало приходить понимание, что многие санкции, особенно в банковской сфере, могут быть даже трагичны для нашей экономики. Ну вот, капитализация российской компании упала так, что они совокупно стоят меньше, чем Apple. Скажите, недооценка санкций тогда была ошибкой? И есть ли у вас сейчас понимание, каков масштаб этого ущерба? Михаил, вы знаете, никто никогда не делал легковесных заявлений или выводов о том, что санкции – это только повод для лучшего развития, или что на все санкции, любое воздействие на нашу экономику нипочем. Так никто не говорил, ну, за исключением, может быть, каких-то несерьезных совершенно комментаторов. Значит, мы все понимали, что санкции, которые принимаются иностранными государствами, вопреки, кстати, международному праву, они, безусловно, вредят нашей экономике. Точно так же, как эти же санкции вредят экономикам и компаниям тех стран, которые принимают эти санкции. Поэтому эти решения, они всегда носят обоюдоострый характер. Они всегда носят обоюдоострый характер. И, еще раз говорю, никто никогда не говорил, что это, так сказать, все нипочем. Но из вот этих решений, неприятных для нашей страны, можно сделать целый ряд довольно серьезных выводов, в том числе тех, которые напрашивались довольно давно. Каких? Значит, очень просто посадить экономику и деятельность тех или иных компаний на иглу импорта. И абсолютно все привозить из-за границы. Так вот, эти санкции дали нам возможность подумать о том, что пора уже заняться нормальным импортозамещением. А вообще, если говорить прямо, это даже не импортозамещение, а необходимость создать такое производство в нашей стране, когда мы сами можем создавать нормальные, качественные, конкурентоспособные товары. И именно этим мы сейчас и занимаемся. Вот в этом, если хотите, не позитивный момент санкций, а тот вызов, на который мы обязаны ответить. Никто никогда не недооценивал тех решений, которые принимаются. В принципе, цена такого рода решений, она измеряется десятками миллиардов долларов. То есть и наша экономика потеряла в результате вот этих санкций, ну, наверное, там, несколько десятков миллиардов долларов. По подсчетам наших экономистов, европейская экономика только на отказах от контрактов с Российской Федерацией, на ограничительных мерах в текущем году потеряла 40 миллиардов евро, в следующем году потеряет 50 миллиардов евро. И это тоже цена, которую приходится платить. Иными словами, санкции никому не выгодны, о чем я неоднократно говорил. Они никому не нужны. И они, как правило, ничем не заканчиваются. Я, выступая как-то вот на форуме в Сочи, приводил в пример целый ряд решений, которые принимались в отношении нашей страны. Мы все об этом забыли, но на самом деле это очень показательная история. В 1925 году Советскому Союзу запретили рассчитываться золотом.
Сказали просто, мы ваше золото принимать не будем. В 1932, по-моему, году запретили вообще импорт из Советского Союза. Вот все, что мы не производили, было запрещено покупать. В 40-е годы были введены так называемые списки КОКОМ. Помните, вот такая была история по ограничениям на экспорт определенных видов продукции, товаров, прежде всего техники в Российскую Федерацию, технологий. В 1974 году был принят пресловутый закон Джексона-Веника, который действовал несколько десятилетий и портил кровь и нашей стране, и, конечно, самим американцам, а также сателлитов американцев, которые так или иначе принимали решения, сообразуясь с волей американских партнеров. В конце 80-х, начале 90-х годов нам вообще воспретили целый ряд покупать технологий для того, чтобы заниматься созданием трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород. То есть просто, значит, вот на это было наложено решение по санкциям, на этот проект. Таким образом, мы вообще все 20-е столетие жили в условиях периодически, перманентно вводившихся санкций. Я напомню, что и Китайская Народная Республика в 1989 году пережила волну санкций. Я просто хочу задаться одним вопросом. В конечном счете, это кому принесло пользу? Никому. Были заморожены некоторые проекты, предприниматели не получили деньги, но в конечном счете развитие этих государств происходило по тем планам, которые они сами для себя наметили. И я считаю, что это тот урок, который обязаны извлечь все из текущей ситуации. И прежде всего наши партнеры, потому что не мы эти санкции вводили, и не мы должны их отменять. Это их дело. Дмитрий Анатольевич, ну, вы в российские власти ввели как асимметричный ответ на западные санкции, так называемые антисанкции, запретив множество импортных продуктов. И как раз тогда еще пообещали импортозамещение, сейчас снова заговорили об этом, об импортозамещении, и вообще обещали расцвет российских производителей, чего пока еще нет, только цены пока дико растут. Но вот выглядит все так, как будто у правительства нет четкой и реальной антикризисной программы. Вот ведь тоже импортозамещение невозможно сейчас без государственной поддержки. Надо закупать, допустим, производственные линии, закупать за рубежом, за подорожавшие доллары и евро. А российским производителям для этого не дают кредиты в российских банках. И что делать, и зачем тогда обещать это импортозамещение? Марина, вы знаете, мы все-таки люди серьезные, мы никогда не говорили о том, что, вводя так называемые ответные ограничительные меры, мы на следующий день получим российскую продукцию по всем названиям, по всем, так сказать, наименованиям номенклатуры сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственной продукции. Мы говорили лишь о том, что этим пора заниматься. Да, но при этом цель была прежде всего в том, чтобы наши российские продукты питания наконец появились на наших полках. Ну вот давайте вспомним, как это выглядело еще буквально несколько месяцев назад. Я не говорю про небольшие города, где, наверное, такого количества импорта не было. Допустим, возьмем ту же самую Москву, Петербург, крупные миллионные города. Значительная часть сетевых магазинов, значительная часть крупных продовольственных магазинов, она была в полной мере укомплектована иностранными продуктами питания. Причем, ладно бы речь шла о каких-то деликатесах или о том, чего мы вообще не делаем, но это понятная история. Речь шла об обычных товарах, о мясе, о рыбе, о фруктах, об овощах. Но это-то мы точно можем производить и производим. Более того, у нас было очень много информации, связанной с тем, что российских производителей, в основном это средние и мелкие производители, просто не пускают в магазины. Потому что нашим сетевым компаниям гораздо удобнее работать с теми, кто привозит все из-за границы большими партиями, ну и, скажем, прямо еще и делится прибылью. Поэтому наших просто отсекали. И вот я помню даже, не так давно собирал специальное совещание на эту тему, несколько месяцев назад, когда наши эти сетевики, наши представители крупных сетей торговых сказали: все, мы теперь повернулись к российскому производителю. Мы понимаем, что им нужно, нам нужно с ними работать, и это единственный способ
насытить нормально рынок, значит, и сделать полки, значит, вернуть на полки товары, которые на них в настоящий момент отсутствуют, те или иные. Вот. Я считаю, что это удалось. У нас действительно теперь на продуктовых полках в основном наши товары. Но это не означает, что нам удалось в полной степени заместить импортный ассортимент. Это правда. У нас, я напомню, что происходило в последние годы на продовольственном рынке. Ну вот если по мясу птицы, так называемому, по курице и некоторым другим видам птицы, у нас полная обеспеченность в стране. 100%. То есть мы уже производим столько, сколько потребляем, поэтому у нас нет ножек Буша, и, так сказать, это не имеет уже никакого значения. То, например, по свинине эта обеспеченность где-то 80-85%, а по говядине 65-70%. И вот это та ниша, которую мы обязаны заполнить. Это довольно сложная история, потому что цикл производства, цикл создания новых производственных мощностей, особенно по крупному рогатому скоту, по мясному животноводству, он довольно длинный. Это 9, может быть, даже 10, 11 лет. Поэтому нужны кредиты, о которых вы говорите. Естественно, мы будем добиваться того, чтобы кредитная ставка для наших аграрных производителей была приемлемой. За счет чего? У нас и в этом году 200 миллиардов рублей на поддержку сельского хозяйства по программе. И в следующем году сопоставимые цифры. Значит, мы будем просто субсидировать кредитную ставку. Значит, она действительно большая сейчас, особенно с учетом ситуации на валютном рынке. Поэтому нам придется просто взять и просубсидировать, то есть возместить часть или полностью кредитную ставку, которую уплачивает аграрий за, значит, вот ту технику, которую, допустим, приобретает для производства молока, мяса и некоторых других товаров. То же самое касается других продуктов. Ну вот сады те же самые, эти польские яблоки пресловутые. А, кстати, они до сих пор в магазинах только под видом сербских и да, в 2 раза дороже. Знаете, это мы знаем, значит, и это неправильно. Мы понимаем, конечно, что полностью перекрыть эти каналы сложно, но это неправильно, и таможенная служба, другие структуры, Россельхознадзор с этим борются, потому что это неправильно, это не соответствует тем решениям, которые мы приняли. Но дело даже не в контрабандном ввозе, а именно в том, чтобы сделать свои запасы, чтобы создать свои сады, создать свои парники. Вот для этого нужны действительно довольно значительные средства. Еще раз возвращаюсь к этим самым яблокам. Но поляки же сумели это сделать. У них что, климат лучше, чем у нас? А вы знаете, какие у нас тарифы вот для этих самых теплиц? Какие жуткие тарифы, и не могут аграрии выращивать зимой особенно. За такие деньги это получится бриллиантовые яблоки. Да, значит, Марьяна, тарифы везде разные. Везде разные. Где-то они высокие, где-то менее высокие. Но мы знаем об этом. И я, кстати, специально тоже встречался с производителями в тепличных хозяйствах. Они действительно жаловались и на это. Поэтому мы смотрим и на поставку газа, и на поставку электроэнергии именно для тепличных хозяйств. Но, в принципе, это абсолютно нормальная история. Мы способны в среднесрочной перспективе полностью уйти от ненужного импорта. Но, еще раз говорю, никто никогда не говорил, что мы за полгода переориентируем наше сельское хозяйство всецело на российского производителя. Но согласитесь, плюс уже в том, что в настоящий момент везде, по всей стране, наши полки наших магазинов заполнены все-таки российскими товарами. А вот, кстати, у вас в правительственной столовой пропал тот самый пресловутый сыр пармезан и другие импортные продукты? Или вам все-таки привозят, пармезан бывает не только европейский, как раньше в советское время, когда особые были распределители для чиновников? Значит, пармезан делают и у нас в стране, хотя это самый сложный сыр для производства, и действительно это такая довольно тяжелая технология. Что касается правительственной столовой, то она ничем не отличается от всех других столовых. В советские времена там были льготные цены, особые продукты питания. Сейчас ничего этого нет. Никаких устриц, ничего другого, что, допустим, не продавалось бы в других местах. В настоящий момент столовой Белого дома не
продается. Но устрицы бывают и хасанские, так что, в принципе, теоретически... Устрицы бывают и хасанские, да. устрицы... Нет, белорусские не знаю, а насчет Да. черноморских устриц это точно, черноморские. значит, черноморские устрицы появились. Дмитрий Анатольевич, я к тому, что говорил Марьяна, даже добавлю, что по моим наблюдениям у нас еще на месте теплиц часто жилье начинают строить, но это уже вообще, так сказать, другой вопрос. Если переходить к промышленному производству, вот за этот 2014 год сколько новых производств открыто в России? Вот это уже не общее, такое очень конкретное рассуждение. И что это за производство? Они решают вот те самые задачи, о которых вы сейчас говорили? Значит, производств на самом деле открыто немало. Если говорить о средних и крупных производствах, а они, наверное, имеют значение для нашего разговора, это порядка 300 производств. И это десятки тысяч новых высокопроизводительных, эффективных рабочих мест. Эти производства очень разные. Я сам, как председатель правительства, посетил, наверное, десяток новых производств для того, чтобы посмотреть, как это все выглядит. Ну, вот буквально совсем недавно был в Набережных Челнах, там как раз смотрели несколько производств. Это и нефтехимический крупный комбинат новый, который построили, комбинат современный, очень такой мощный, автомобильное производство, Ford Solars. Очень современное роботизированное производство, причем автомобили, которые там создаются, это автомобили с высокой степенью локализации, то есть это наши автомобили уже по сути, там степень локализации уже будет более 50%, но в то же время это качественные, относительно недорогие для нашего рынка автомобили. Ну а в принципе эти производства, они охватывают всю линейку экономических отраслей. Это и металлургия, и трубное производство. Вот я посещал там не так давно тоже открытие трубного производства в Северске. Значит, это, безусловно, фармацевтическая промышленность, автомобильная промышленность. Это целый ряд высокотехнологичных предприятий, которые у нас, к сожалению, не в большом количестве в настоящий момент есть на рынке, но которыми мы довольно энергично занимаемся. То есть это практически производство самого разного порядка. Еще раз говорю, их около 300 по всей стране. Я не говорю про маленькие предприятия, маленькие производства, маленькие цеха, которые открываются, естественно, в каждом населенном пункте и которые связаны с малым бизнесом. А это именно вот такие крупные и средние предприятия. Дмитрий Анатольевич, если мы сейчас выстроим логическую цепочку, виток кризиса жесткий, нефть резко упала чуть ли не в 2 раза, перед нами вызов импортозамещения, то есть вот петух клюнул. Вам не кажется, что, скажем так, успели ли мы воспользоваться тучными нефтяными годами, чтобы слезть с нефтяной иглы? Потому что вот сейчас ситуация показывает нашу полную зависимость и уязвимость. Вот момент не пропущен, еще вот не поздно сказать, что да, мы можем слезть, потому что... Мы с вами уже говорили, даже сегодня, на эту тему. Во-первых, я хотел бы это специально подчеркнуть, и, может быть, еще рассказать об этом. Вот тот кризис, который начался в 2008 году, он в целом для мировой экономики и для нашей экономики, как части глобальной экономики, он не заканчивался. То есть были периоды, там, пару лет восстановительного роста, когда у нас плюс-минус все было нормально, я имею в виду 2011 и 2012 годы. Но в целом ситуация остается довольно тяжелой. О чем я хочу сказать? Ну вот посмотрите. Да, значит, у нас в экономике накапливаются кризисные явления. Это именно так. Но если взять экономику Евросоюза, то она находится приблизительно в таком же положении. А экономика Германии вырастет, ну, может быть, максимум на 1,2% по итогам года. А экономика Франции вырастет приблизительно так же, как и наша, то есть на 0,5% в этом году. Это не так много, как нужно для того, чтобы страны уверенно развивались. Экономика Италии находится в рецессии. Экономика целого ряда других стран европейских также находится в рецессии. То есть, иными словами, кризис не преодолен. Экономика Бразилии, а обычно о Бразилии говорят, когда сопоставляют нашу страну как быстро развивающийся рынок, это такая же страна, участник БРИКС, она находится приблизительно в том же положении. Но в этом году у них будет рецессия, приблизительно 0,5%. То есть мир не восстановился. Да, чуть лучше сегодня себя чувствуют Соединенные Штаты Америки. У них есть вот этот восстановительный рост. Но насколько это будет продолжительно, сказать сложно. Тем более, что катализатором предыдущего кризиса, вот, кризиса ипотечных заимствований, были все-таки Соединенные Штаты Америки. Посмотрим, насколько окажется устойчивым к кризису
американская экономика сейчас. Мы, конечно, все в этом заинтересованы, просто потому что это такой тоже драйвер экономического развития. Экономика стран Азиатско-Тихоокеанского региона тоже растет очень по-разному. Хотя там, конечно, темпы роста довольно высокие у целого ряда наших партнеров. То есть, иными словами, ситуация весьма и весьма непростая. Что касается тучных лет и нашей зависимости от нефти. Ну, давайте посмотрим правде в глаза. Зависимость от нефти в нашей стране сформировалась не сегодня. Она сформировалась в 60-е, 70-е годы. Мы именно тогда подсели на эту самую нефтяную иглу и воспользовались вот этими преимуществами, которые были связаны с высокими ценами на нефть. Потом нефть, естественно, и падала, и поднималась, но в результате мы получили экономику, которая на 50% минимум зависима от углеводородов. И всякого рода колебания на рынке нефти, газа в конечном счете отражаются на нашей экономике. Это плохо? Да, наверное, в целом это не очень хорошо. Есть и некоторые преимущества, потому что когда цена на нефть растет, это дает нам возможность сделать запасы. Мы же сформировали довольно приличные резервы, вот наши золотовалютные резервы за последние годы, которые позволяют нам переживать кризис. Если бы мы не сделали этого, то, скорее всего, мы бы сейчас находились в очень тяжелом положении. А так эти резервы все-таки нам позволяют принимать оперативные решения, финансировать целый ряд крупных программ, значит, даже в этих условиях, ну и просто переживать вот то, что происходит. Но в конечном счете, конечно, нам с этой нефтяной иглы нужно слезать. За последние годы и мною когда-то, и вот в только что произнесенном послании президентом Российской Федерации был выдвинут целый ряд инициатив по модернизации и созданию высокотехнологичных производств. Именно это является альтернативой экспорту нефти и газа. То есть, иными словами, экспорт не сырьевых товаров, экспорт не углеводородных товаров. Вот на это нам нужно обратить внимание. Конечно, время не упущено. Просто нужно понимать, что для создания такого рода экономики, для диверсификации современной экономики в России требуется не год, не два, не три и даже, наверное, не 10. На это уйдет еще довольно значительное время. Потому что мы 40 лет жили в условиях, когда наша экономика в полной степени зависима от нефти. Нам потребуется еще какое-то время для того, чтобы нашу экономику диверсифицировать, как принято говорить, то есть сделать менее зависимой от поставок энергоносителей. Но ведь для этого нужны кредиты длинные и дешевые. К западным кредитам у нас сейчас доступа нет. На Востоке, судя по всему, тоже не очень хотят делиться деньгами. Вот диверсификация и слезание с этой нефтяной иглы, где взять лекарства сейчас? Ну, если говорить о деньгах, то вы правы. У нас сейчас не самая простая ситуация в этом плане, потому что западные рынки денежной ликвидности, как принято говорить, для нас закрыты. Это, кстати, и есть часть санкционной политики. Наши компании и наши банки не могут, по сути, ничего заимствовать на западных рынках, ни в Европе, ни в Америке. Что касается Азии, то здесь не все так печально. Мы работаем с нашими партнерами. Они, в общем и целом, готовы работать с нашими банками. Целый ряд решений, контрактов на эту тему, соглашений был недавно согласован и заключен во время визита премьера Госсовета Китайской Народной Республики в нашу страну. Мы, естественно, продолжаем консультации с другими партнерами. То есть, иными словами, рынки денежных средств, рынки ликвидности на Востоке для нас не закрывались. Естественно, мы стараемся там средства заимствовать. Но в целом мы должны сегодня ориентироваться на наши собственные возможности. И они существуют, на возможности, которые существуют на финансовом рынке Российской Федерации. У нас есть резервы, у нас есть возможности Центрального банка, и по целому ряду крупных проектов мы опираемся именно в данном случае на свои собственные возможности, на Фонд национального благосостояния, например, тот же самый БАМ, Транссиб, целый ряд других крупных проектов на территории нашей страны, особенно на востоке нашей страны, будет финансироваться за счет этих источников. Дмитрий Анатольевич, у нас тоже деньги есть, иными словами. Немного конкретизирую вот эту тему нефтяной иглы, с которой пора бы слезть, да? Вот слово «силиконовое» у большинства россиян ассоциируется
с чем угодно, но только не с понятием, да, Ирада, не с понятием «российская силиконовая долина». В общем, я о том, что очень давно ничего не слышно про Сколково, о котором вы очень много-много говорили. И вот что это значит, что случилось со Сколково, как там дела, да, и особенно сейчас, вот не кажется ли вам, что действительно надо было вкладывать не в освоение деньги и усилия, не в освоение нефтяных запасов, а вот как раз в развитие этого инновационного сектора, более активно вкладывать силы? Ну, я не знаю, почему не слышно. Там все в порядке. В Сколково все те решения, которые были приняты, они осуществляются. Сколково живет и развивается. Наверное, пока мы не можем говорить о том, что мы создали полноценную Кремниевую долину, если вы об этом говорите, но и у американцев на это ушло несколько десятилетий. Что же касается самого проекта, на территории инновационного центра Сколково в настоящий момент действует около 1000 инновационных компаний, так называемых резидентов Сколково. Это современные высокотехнологичные стартапы. И эти самые компании уже заработали в этом году порядка 20 миллиардов рублей за счет собственной деятельности. То есть там идут нормальные производственные процессы, но помимо этого развивается само Сколково. Уже, если говорить о самом этом инновационном кластере новом, в настоящий момент больше денег проинвестировали частные предприниматели, бизнесмены, чем государство. Они проинвестировали порядка, по-моему, 85 миллиардов, а государство вложило около 60. Процесс не завершен. В настоящий момент мы создаем специальный Сколковский университет, так называемый Сколтех. Он будет открыт уже в полной степени в следующем году. Вот. Ну и формируется сама микросреда. Поэтому там все в порядке, но я бы хотел сказать не только о Сколково, потому что Сколково это лишь, ну, может быть, такая модель, или, если хотите, такой флагман столичный для создания высокотехнологичных производств. Подобного рода высокотехнологичные кластеры, как их принято называть, или технологические парки, они существуют по всей стране. И я, приезжая в наши, ну, во всяком случае, достаточно крупные регионы, вижу, с каким удовольствием этим занимаются губернаторы. Это происходит и в центре России, и на Дальнем Востоке. Самое главное, что за последние годы мы смогли создать довольно такую современную систему поддержки, в которую входят и наши специализированные институты, а это Роснано, венчурная компания российская, наш внешнеэкономический банк, то есть ВЭБ наш, значит, и целый ряд других институтов, которые занимаются поддержкой вот такого рода проектов. Почему это важно? Потому что, как и для сельского хозяйства, о котором мы только что говорили, очень важно, чтобы деньги, которые вкладываются в такого рода проекты, они были бы, ну, дешевыми, как принято говорить, то есть их могли бы востребовать предприниматели. И вот эти институты такого рода поддержку этим проектам оказывают. Поэтому я считаю, что в общем и целом задача развития высокотехнологического сектора в нашей экономике, она решается. Она, может быть, не решается так быстро, как мне бы хотелось, и, наверное, абсолютному большинству людей, но эта задача решается, и она остается в повестке дня в качестве ведущей. Еще раз вот обращу внимание на послание президента, где говорится о национальной инновационной инициативе, значит, инициативе технологической, которая, собственно, на это и направлена. Вот вы сейчас упомянули послание президента Федеральному собранию. Еще президент сказал там о малом бизнесе, о том, что ему обещаны налоговые, надзорные каникулы. Это все отрадно очень слышать, но только есть ощущение, что в реальности все происходит совсем наоборот. Уже много лет положение малого бизнеса только ухудшается. Вот недавно Госдума приняла новые сборы на торговлю. В прошлом году пытались, потом отменили, правда, новые отчисления от ИП в пенсионные фонды. Это, в общем, стоило стране примерно трети всех ИП. И вообще любой предприниматель знает, что за последние годы расплодилось огромное количество справок, каких-то нормативных актов. Неужели вот теперь все вот эти прошлые вредоносные нормы, которые губительны для бизнеса, будут отменены? Михаил, знаете, я вот сколько не слежу за развитием малого бизнеса, в 90-е годы я и сам был
непосредственно причастен к бизнес-проектам в нашей стране, потому что и адвокатской практикой занимался, все время говорят о том, что вот все хуже и хуже, все больше и больше давят. Но это не так. На самом деле это действительно не так. Проблем хватает. Но считать, что с каждым годом становится все хуже и хуже, неправильно. Я обращу внимание на то, что у нас сейчас в целом в стране действует 5 с лишним миллионов субъектов частно-предпринимательской деятельности. Я имею в виду, прежде всего, малый бизнес. Это приличная цифра. Если говорить об абсолютных показателях, относительных, точнее сказать, показателях, то, наверное, мы пока не на самом лучшем месте, потому что у нас в стране приблизительно 25% людей заняты в малом бизнесе. 25%. Не так уж, кстати, и плохо, по сравнению с тем, что, например, было там лет 10-15 назад. Но недостаточно, если сравнивать с структурой других современных экономик. Должно быть 50%. Вот тогда мы можем считать, что у нас современная в этом смысле экономическая ситуация, что у нас современный экономический уклад. Значит, теперь в отношении тех проблем, о которых вы говорите. Конечно, проблем всегда хватает. Тем не менее, никаких сборов там, в таком количестве, о которых тем более говорят и иногда пишут, мы вводить не собираемся. За последнее время введен только один сбор. Подчеркиваю, не 22, а всего один сбор. Это сбор за право торговли. За право торговли по 4 там, направлениям, поэтому, по сути, он распадается на 4 наименования. Но это один сбор всего. Где он введен? Он введен только в 3 городах. Москва, Петербург и Севастополь. То есть в городах федерального подчинения. Когда он начнет действовать? Только с середины следующего года. И, наконец, каким образом этот сбор будет исчисляться? Его будут устанавливать сами субъекты федерации, это первое. И второе, этот сбор, он в случае, если платятся какие-то другие платежи, подлежит зачету. То есть, иными словами, ничего катастрофического для малого бизнеса этот сбор не означает. Более того, мы же нормальные люди, мы понимаем, что если вдруг мы почувствуем, что есть какой-то перекос, мы, конечно, это отрегулируем. Но, иными словами, само по себе давление на малый бизнес, оно не становится больше. Но оно и так достаточно. Здесь вы правы. Если говорить о всякого рода справках, проверках, согласованиях, то действительно этого пока хватает. И поэтому наша важнейшая задача просто перейти в электронную форму общения по всем вопросам, которые связаны с деятельностью частного бизнеса. Просто чтобы бизнесу не нужно было таскать эти справки, а достаточно было отчитываться в те сроки, которые положены. Вот вы упомянули тоже послание, там прямо сказано о необходимости ввести так называемые надзорные каникулы. То есть если предприятие малого бизнеса все исправно делает, значит, предоставляет необходимые данные, проверялось на протяжении какого-то периода, то последующие 3 года это предприятие можно не проверять. И мне кажется, это очень важно. Конечно, нужно будет посмотреть за практикой применения этого правила. Сейчас правительство как раз готовит предложение на эту тему. Но в целом это очень важная мера, направленная на то, чтобы бизнесу, малому бизнесу жилось легче. Вот, поэтому считать, что давление становится все больше и больше, я бы все-таки так не стал говорить. Но мы, конечно, будем принимать все необходимые решения для того, чтобы существующие в настоящий момент проблемы для малого бизнеса, значит, они были максимально сняты. Дмитрий Анатольевич, дорогие коллеги, просто исходя из опыта прошлых лет, мы где-то вот сейчас пересекаем экватор нашего обычного хронометража, просто давайте это иметь в виду с точки зрения такой самодисциплины. Дмитрий Анатольевич, мы перед тем, как собраться, естественно, обменялись мнениями с ребятами, кто о чем хотел спросить, и у нас совершенно очевидно выделил такой блок вопросов про реформы. Те, которые уже запущены, те, которые предстоят. Возможно, я субъективен, возможно, просто у меня именно ученых, представителей академических кругов больше всего среди моих знакомых, ну, так, за границами профессий, с которыми я обмениваюсь. Я хотел как раз с реформы Академии наук начать. Она немножко так ушла за горизонт из-за, опять же, драматичных событий, которые были в стране. Между тем, речь идет о миллионах рабочих мест, и речь идет о том самом, что позволило бы стране совершить
рывок качественный в новых условиях, о чем мы говорили до сих пор. Довольны ли вы тем, как она идет? И такой, может быть, специфический вопрос. Вы информацию о том, как идет эта реформа, получаете только от соответствующего федерального агентства или, может быть, как раз учитывая ваше университетское прошлое, например, у вас есть, ну как их правильно назвать, они не агенты влияния, источники информации, такие неформальные в академической, университетской среде, ну нет, это нехорошо, которые вам говорят о том, как дело обстоит, может быть, на самом деле. Иными словами, вот эта информация от правительственного федерального агентства и от ваших друзей в академической среде, она отличается? Первый друг в академической среде, который до меня доносит информацию, это президент Академии наук. Он практически после каждого заседания правительства, а у нас президент Академии наук присутствует на заседании правительства, просто по статусу, приходит и рассказывает, что ему нравится, а что ему не нравится. Поэтому это прямая связь, причем от именно, так сказать, элиты академической общественности. Но если говорить серьезно, то, конечно, у меня есть и масса других моих знакомых, с которыми я встречаюсь, обсуждаю. Знаете, ситуация ведь какая с реформой? Задача была не в том, чтобы просто отреформировать науку. Наука очень такая тонкая среда, очень тонкая материя. Трепетная лань. Трепетная лань, да, которую невозможно вот таким образом реформировать просто за счет издания каких-то документов. Наука у нас вот в том состоянии, в котором она есть. Есть и проблемы, есть и перспективы. Задача была в другом, когда принималось это решение, когда правительство выдвинуло вот эту инициативу, потом она была, естественно, воплощена в закон, поддержана президентом, в том, чтобы отделить управление имуществом, экономическую составляющую, от управления, собственно, научными процессами. Потому что ни в одной стране мира нет ситуации, когда ученые управляют огромными имущественными комплексами. Я напомню, что входит в Федеральное агентство по научным организациям. В это агентство входит около 1000 всякого рода крупных объектов, 1000 организаций, десятки тысяч объектов поменьше, включая земельные участки, здания, сооружения. Вот это все не свойственно для науки. Наука для другого создана. И в этом смысле я считаю, что задача, которая была поставлена перед этим агентством, она, в общем, она исполняется. Получены ли новые результаты в науке? Это действительно основной вопрос. Я думаю, что за год ожидать этих результатов сложно. Хотя финансирование науки с учетом нашего текущего положения осуществляется в полном объеме. Мы ничего не урезаем. Более того, думаем, каким образом добавить денег. И вообще здесь должен быть накопительный эффект. Вот давайте посмотрим на то, что происходило в нашей науке в последние годы. Вот есть такой показатель, например, по количеству нобелевских лауреатов. Мы, наверное, не впереди планеты всей, но тем не менее я напомню, что до революции у нас было 2 нобелевских лауреата. В советский период их было 9. В постсоветский период их 4. Причем часть из них живет в России, часть из них живет за границей. Но в любом случае это люди, которые, создавая свои решения, опирались на не только образование российское, но и на ту работу, которую они вели в Российской Федерации какое-то время назад. Вот поэтому здесь есть к чему стремиться и есть в каком направлении развиваться. Но я считаю, что в целом задача, которая была поставлена в ходе вот этих преобразований, она выполняется. Ну, все ли довольны? Наверное, не все. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится, кто-то считает, что все должно быть в одних руках. Мне представляется, что в целом все-таки ситуация нормальная, потому что мы, во-первых, смогли наконец объединить 3 академии, а для любой страны иметь много академий – это роскошь. У нас теперь все-таки единая академия, у нас нет того, что было раньше, нет сельхозакадемии, нет медицинской академии. Есть, правда, академики, которые этими вопросами занимаются. Но самое главное, что сегодня академики, они не должны заниматься вот этой текучкой, этой рутиной экономической. Они должны заниматься научными исследованиями. И это как раз абсолютно правильно. Ну, что же касается будущего, поживем, увидим. Я думаю, что мы на верном пути. Я, вы знаете, только что посчитал про себя. А вы, оказывается, литературу и мир к наукам не относите? В плане количества нобелевских лауреатов. Да, значит, я имел в виду, естественно, нобелевских лауреатов в области точных и естественных наук. Понятно, да. понятно. Дмитрий Анатольевич, ну раз уже заговорили про реформы,
А почему правительство отдало важнейшую реформу, реформу системы здравоохранения, на откуп региональным властям? Вот вы же наверняка знаете, что в Москве недавно были акции протестов медиков, ну, хотя, кстати, по телевизору их почти не показывали, и вообще эту тему, медицинскую реформу, почти не обсуждают, хотя споров масса. И тут надо, конечно, сказать, что сами медики считают, что реформа система здравоохранения просто жизненно необходима. Но вот то, что происходит сейчас, это не реформа, это сокращение расходов под видом реформы. И в итоге вырастут лишь цены на медицинские услуги. Насчет не обсуждают, это не совсем верно. Два примера только у меня в программе «За 2 недели». Почти не обсуждают. Этого абсолютно недостаточно. Если говорить о проблеме такой степени важности в масштабах всей страны, для всех, вот от мала до велика, 2 гостей, Сереж, извини, в твоей программе совершенно недостаточно для того, чтобы люди поняли. Послушай, Марьяна, мы делали большие сюжеты на эту тему, мы обсуждали. Коллеги, речь о том... Марьяна не вам задает вопрос, друзья. Да, но про нас. Друзья, давайте... Ну, значит, недостаточно. Будем исходить из того, что Марьяна говорит. Хорошо, недостаточно. Как вам вообще, на самом деле, кажется, вот то, что сейчас происходит, то, как идет медицинская реформа сейчас, вас это устраивает? Марьяна, знаете, ведь, вот вы говорите, все это происходит в регионах. Вообще все происходит в регионах. Мы с вами живем в регионе, даже если этот регион называется Москва. Реформы не могут происходить в пределах Садового кольца. Реформы не могут происходить в Кремле или в Белом доме. Реформы должны происходить на земле. Вот они там и происходят. Этим занимается московское правительство. Это нормально абсолютно. Если бы этим занимались другие люди, то были бы другие упреки, сказали бы, да, они просто не знают, чем занимаются, не они медициной управляют, вот они что-то все придумали, вот начинают что-то делать. Поэтому нормально то, что это делается именно в регионах, это и будет делаться в регионах, потому что вся медицина у нас, ну, за исключением федеральных медицинских учреждений, сконцентрирована в регионах. Люди получают медицинские услуги в самом регионе. Это может быть деревня, маленький провинциальный городок или центр субъекта федерации, но это все равно регион. Теперь по поводу того, что делается. Есть определенные решения, методические решения, по которым двигаются все регионы. Каждый регион выбирает быстроту этих преобразований и способ этих преобразований. Но методические решения, они приняты действительно на федеральном уровне. И в этом смысле федеральный центр не устраняется от ответственности. Но, еще раз говорю, все, что делается, делается прямо на земле. Теперь в отношении московских дел. Я напомню, что в Москве самая большая сеть амбулаторных и поликлинических учреждений. Ну, просто потому что Москва самый крупный субъект федерации. Одних поликлиник, вот мне Сергей Семенович Собянин говорил, в Москве было, по-моему, порядка 350. Какие это поликлиники? Ну, вот мы сидели, обсуждали, значит, скажу прямо, буквально совсем недавно. Значит, это очень разные поликлиники. Часть из них – это современные поликлиники, часть из них – поликлиники, которые находятся в очень непривлекательном состоянии. Правда, до этого все поликлиники были укомплектованы современным оборудованием. Но это еще так сказать, все это еще не окончательное решение задач. Поэтому было принято решение о том, чтобы вот эту сеть медицинскую, как принято говорить, оптимизировать. То есть, по сути, объединить возможности нескольких поликлиник, чтобы любой человек мог получить услугу внутри вот этого периметра, этого контура, не бегал там по разным медицинским учреждениям. Это было сделано. Что же касается медиков, то здесь действительно нужно проявлять внимание и такт. Очевидно, что в целом ряде случаев существует переизбыточность медицинского персонала. Но это не означает, что эти люди, которые работают в поликлиниках или в больницах, они должны оказаться на улицах. Это первое. И второе, естественно, московские власти должны находиться в постоянном диалоге с медицинским сообществом. Работать и через главных врачей, и непосредственно с медицинским персоналом. Тем более, что значительная часть медицинского персонала живет в Московской области и может переехать на работу в Московскую область. Это совершенно нормальная история. Но эта оптимизация, она должна произойти. Но не за счет
качество медицинских услуг. Наоборот, в результате этой оптимизации мы должны выйти на такое состояние столичной медицины, да и вообще медицины в нашей стране, когда медицинские услуги оказываются уже на другом уровне. Что для этого нужно? Для этого нужно современное медицинское оборудование, с одной стороны, а с другой стороны квалифицированный персонал, который хочет работать. Ведь у нас, я еще помню, когда начинал заниматься этим национальным проектом, довольно перекошенное состояние с точки зрения специалистов, медиков. Очень трудно было найти, и до сих пор эта проблема существует, терапевтов. Врачей общей практики мы до конца так и не создали, как институт. Со специалистами тоже есть свои проблемы. То есть нам еще нужно выровнять количество и специализацию медиков, которые трудятся в столичной медицине. И вот эта задача как раз для московских властей. Есть другая проблема. Это так называемый коечный фонд в больницах. У нас вот эти самые койки, так называемые, они, к сожалению, неэффективны. На них тратятся огромные деньги. В то же время, значит, они либо не используются, либо используются не по назначению. Просто для того, чтобы человек полежал, отдохнул. А на самом деле во всем мире, вы сами это отлично знаете, в больнице люди ведь очень долго не лежат. Значит, главное, чтобы качественная была медицинская помощь оказана, там операция проведена несколько дней, и после этого человек должен реабилитироваться. Поэтому реорганизация вот этого коечного фонда – это тоже задача для системы здравоохранения, в том числе московской. Вот. Я надеюсь, что те проблемы, которые в системе московского здравоохранения накопились, они будут за счет вот этих мер решены. Единственное, на что мне хотелось бы обратить внимание, это, конечно, необходимость проявлять больше такта ко всем, в том числе, конечно, и к медицинским работникам, потому что это очень уважаемые люди, многие из них известные люди, и, конечно, они заслуживают внимательного отношения. Но то, что реформа должна идти, в том числе и в Москве, никаких сомнений у меня не вызывает. Дмитрий Анатольевич, вот внимание, невнимание, категория эмоциональная. Ее нет точного прибора, чтобы ее померить. Я снова к тому, что померить можно. И на реформу Академии наук, и на реформу медицинскую. Снова все-таки о деньгах. Нужны деньги. Вы говорите, у нас есть резервы, все замечательно. У вас нет рецепта, где денег вот раздобыть рецепт немножко? Предлагает президент в своем обращении амнистия тех, кто вернется из офшоров. Для того, чтобы они вернулись из офшоров, нужен закон. И, как я понимаю, закон нужен срочно. Когда, на ваш взгляд, правительство успеет его подготовить, на какой объем средств вы рассчитываете, и кто эти деньги, вот кто с этими деньгами, на ваш взгляд, из офшоров должен вернуться? Рада, знаете, всякие решения должны быть продуманными. Поэтому, кстати, и решение по амнистии, и в поручении президентском, и мы обсуждали это, не скрою, даже вчера, потребует определенного времени. Это не недельный вопрос. На это потребуется несколько больше времени, чтобы подготовить качественные документы. Это я сразу отвечаю по поводу того, как быстро это произойдет. В отношении того, кто мог бы вернуться и на что мы можем рассчитывать. Я напомню, что чем нам их завлечь? Да, значит, я напомню, что мы подобные вещи пытались сделать в 2007 году без особого результата. Тем не менее, сама по себе вот эта самая идея возврата денежных средств, идея амнистии и капитала нужна не столько для того, чтобы как можно больше денег получить, хотя это было бы неплохо, сколько для создания нормального инвестиционного климата. А в чем он заключается, этот климат? Что условия ведения бизнеса в стране такие же, как в другом мире, как в других частях света. Мы, конечно, не создаем офшоров на территории России, хотя такая идея была. И у нас, кстати, есть специальные территории опережающего развития, они появятся в ближайшее время. Они в чем-то похожи по модели на офшор, но это, конечно, не офшор, потому что там другие будут критерии. Вот. Но это отдельный, так сказать, разговор. Так вот, мы всем нашим бизнесменам должны сказать: ребята, пора возвращаться. Потому что у нас будет не хуже, чем в других местах. Это сложная задача. Поэтому фискальная задача, задача забрать деньги или, так сказать, привлечь деньги, она носит подчиненный характер. Главная задача связана именно с инвестиционным климатом. Хотя, если обратиться к опыту других стран, то, могу сказать, были и удачные примеры амнистии, и неудачные. Но вот итальянцы, которых часто с нами сравнивают, потому что они тоже, так сказать, не всегда законопослушные люди были.
Так вот, они, по-моему, проводили лет 12 назад реформу такого рода, то есть проводили амнистию и сумели получить довольно приличные деньги. Около 50 или 60 миллиардов евро. Может, они более доверчивые просто? Вряд ли. У итальянцев, не знаю, мне кажется, они умелые вполне предприниматели и в этом смысле могут кому угодно фору дать. Так вот, значит, еще раз говорю, цель именно в том, чтобы создать нормальный инвестиционный деловой климат. Теперь в отношении того, как это делать. Конечно, это должен быть закон, в котором должны быть ответы на два вопроса. Первый вопрос, значит, что подлежит амнистированию. И вот это еще требует отдельного обсуждения. Только ли деньги, или же это может быть и иное имущество, которое человек задекларирует. На самом деле есть плюсы и в той, и в другой позиции. Наверное, мы обсудим это, но во всяком случае этот вопрос в повестке дня стоит. Что подлежит амнистированию? Деньги, очевидно, значит, но может быть и что-то другое из имущества, если человек об этом официально заявляет и декларирует это в качестве своего актива. И второе, от какой ответственности в данном случае освобождается лицо, которое продекларировало эти деньги или там иные активы. Так вот, прежде всего, конечно, это налоговая ответственность, это очевидно, но может быть и какая-то другая. И здесь нужно подумать и о устранении уголовной ответственности, потому что в противном случае никто просто так капитал репатриировать не будет. Очевидно, что в данном случае придется принимать решение о том, что лицо, которое ввозит официально денежные средства на территорию Российской Федерации или просто их декларирует, а они остаются в заграничном банке, не подлежит уголовной ответственности. Следующий вопрос, который возникает: по каким статьям это лицо не будет отвечать? Только ли за налоговые правонарушения или за какие-то другие, связанные с легализацией имущества и так далее? То есть здесь целая совокупность вопросов. Очевидно, что мы здесь должны найти оптимальную схему, которая, с одной стороны, окажется привлекательной для наших предпринимателей, но в то же время нам не безразлично, какова природа этого капитала в конечном счете. Потому что, скажем прямо, деньги, заработанные за счет продажи наркотиков или нелегальной торговли оружием, наверное, все-таки это не те деньги, которые нужно приветствовать на территории нашей страны. Но это пока не решение, это пока рассуждение вслух. Я просто хочу показать, что эта тема, она непростая для обсуждения и потребует от правительства концентрации усилий и нестандартных предложений. А касательно тех, кто не вернется? Все, поезд ушел. В этом случае они просто не воспользовались этой возможностью. И, естественно, в случае, если такого рода капиталы будут обнаружены, они подлежат ответственности, в том числе за налоговые правонарушения. Дмитрий Анатольевич, вот вы наверняка же понимаете, что как бы оптимистично мы сегодня не обсуждали разные проблемы, правительство, тем не менее, критиковать меньше не станут. Его критиковали, критикуют и будут критиковать наверняка. Тем более, что ситуация сейчас действительно сложная. Вот как вам кажется, все ли члены вашего кабинета министра были к таким испытаниям готовы? И не кажется ли вам, что, может быть, это как раз та самая ситуация, когда пора бы кое-кого заменить на кризисных менеджеров? И народ это оценит. Если кто-то кое-где у нас порой... Дальше помните, да? Или нет? Честно жить не хочет. Да. Это мы сейчас к амнистии капиталов возвращаемся. Да. Вы знаете, по поводу правительства. Правительство, вы правы, всегда будут критиковать. Это нормально. Любой человек, который приходит работать в правительстве, вообще на государственную службу, если это публичная должность в исполнительной власти, да и в законодательной власти, на самом деле, должен быть готов к тому, что его будут ругать. Это нормально. Что же касается действующего правительства, то, на мой взгляд, оно уже состоялось как команда. Да, наверное, есть люди, у которых больше что-то получается, меньше что-то получается, которые вызывают у людей более такие отрицательные эмоции или, наоборот, положительные эмоции создают. Это нормально. Это, кстати, в значительной степени зависит не от персоналии человека, не от того, как он выглядит, как он говорит, какое он впечатление производит, а, к сожалению, извините, от должности. Есть такие позиции, которые
что не делай, все равно у людей будут вызывать массу вопросов. Я не могу назвать эти должности отрицательные. Ну, конечно, вот, например, министр здравоохранения, у нас прекрасный министр здравоохранения, но, естественно, всегда министра здравоохранения будут ругать, потому что это вопросы здоровья, с этим сталкивается любой человек в нашей стране. Министр образования и целый ряд других должностей. Есть, наоборот, более выигрышные позиции, когда ты пришел, что-то сделал, и сразу тебе говорят, вот какой молодец. Вот. Но, тем не менее, правительство как команда состоялось, она работает, эта команда. Это не, значит, раз и навсегда созданная конструкция. Я напомню, что мы ее меняли. У нас члены правительства приходили и уходили. Не так давно мы даже одно министерство ликвидировали. Хорошо, что министр нашел себе новую работу и даже новую фамилию нашел. Вот, так что у каждого человека в жизни есть право поменять свою судьбу. С другой стороны, у нас появились новые министерства, которые работают по территориальному признаку. Это министерство по Дальнему Востоку, по Северному Кавказу, по делам Крыма. Вот, мне кажется, что это как раз свидетельство того, что правительство не застывший такой какой-то монолит, а живой организм. И мы с президентом договаривались, что в случае необходимости мы такого рода реорганизации будем проводить. Дмитрий Анатольевич, мы недавно среди зрителей нашего телеканала проводили опрос. Какое самое главное слово этого года? И большинство зрителей сказали, что это слово «Крым наш». В одно слово с маленькой буквы. Это, конечно, главное событие, главная победа. А какова цена этой победы? Ведь за политическую популярность, которую получили власти, нужно платить экономически. Понимаете? Я думаю, понимаете. Существует ли подсчет у вас всех экономических последствий того, что Крым наш? Михаил, Крым – это не экономическая категория. Когда мы говорим про Крым, любой российский гражданин, мы понимаем, что это и наша история, и наша судьба, и в какой-то период наша боль, и очень большое количество наших людей, которые в этом году проголосовали за то, чтобы вернуться в Российскую Федерацию. Это тот юридический факт, с которым все должны считаться. Поэтому Крым – это не просто полуостров, не просто прекрасные пляжи, санатории, здравницы, хороший климат, а это наша история и наша сегодняшняя судьба. И я из этого бы исходил на будущее. Но, конечно, наша задача сегодня заключается в том, чтобы интегрировать Крым в российское правовое и экономическое поле. Я не знаю, вы были в Крыму после известных решений или нет? Я была дважды. Нет, после известных не было. Не были. А до этого были? До этого все были. До этого все были. Ну вот, значит, я вам скажу откровенно, что когда я приезжал в Крым, у меня было очень двойственное ощущение. Все очень красиво, с другой стороны, страшно неухоженно. Очень тяжелая экономическая ситуация. Страшно неухоженно много где в нашей стране. Вы знаете, там это особенно бросается в глаза. Потому что все-таки это то место, в которое на протяжении веков мы вкладывали свои силы, за которые воевали, проливали кровь наши предки. Поэтому это все-таки отдельная история. Так вот, я считаю, что мы должны привести Крым в порядок, но не за счет других регионов. Для того, чтобы это сделать, создана специальная программа. Эта программа рассчитана на период до 2020 года. И она приблизительно стоит около 680 миллиардов рублей. Эти деньги мы нашли. Эти деньги, еще раз говорю, мы не отщипывали от других регионов. Это не какие-то, средства, которые мы собрали с миру по нитке. А это именно специальные деньги, которые, по сути, под Крым выделены. Эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры Крыма, на то, чтобы создать там нормальные дороги, отреставрировать здания, здравниц, домов отдыха, для того, чтобы создать там современную курортную инфраструктуру и вообще нормальную жизнь создать. Потому что Крым, еще раз говорю, это не только место отдыха, это еще и почти 2,5 миллиона наших новых граждан. И они должны жить по-человечески. Что значит жить по-человечески?
Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя так же, как другие граждане нашей страны. Вот мы уже привыкли к тому, что у нас заработные платы бюджетников и пенсии находятся на среднем уровне. Там это существенно все было меньше. И мы уже на протяжении этого года или в течение этого года довели уровень заработных плат бюджетников там до среднероссийского уровня. Это, я считаю, хорошее вполне решение для них и, в общем, неплохое достижение. То же самое касается пенсий, и общегражданских, и военных. То есть, действительно, вы правы, там очень много чего предстоит сделать. Но это не отменяет главного. Не отменяет воли людей, которые хотели вернуться в Россию и вернулись. Дмитрий Анатольевич, я хотела бы вас спросить по газовому долгу нашему. Мы вроде бы договорились с Украиной. Они прислали даже деньги за декабрьский газ. Обещают до конца года еще порядка 1,5 миллиардов прислать. Но Россия считает, что это не все. Вот как в такой ситуации вы считаете правильнее себя повести? Идти в Стокгольмский суд или договариваться полюбовно? Все, что мы делали последние годы, это старались с нашими украинскими партнерами договариваться полюбовно. За последние годы, я хочу, кстати, даже на эту тему отдельно высказаться, там, может быть, написать что-то на эту тему, мы Украине подарили за счет газовых скидок больше 80 миллиардов долларов. Больше 80 миллиардов долларов. Я имею в виду за период 90-х годов, значит, начала этого тысячелетия. За счет чего? Мы им продавали газ по 40-50 долларов за 1000 кубических метров. И только относительно недавно перешли на цивилизованные способы определения цены. К сожалению, нам наши украинские партнеры далеко не всегда отвечали таким же цивилизованным образом. Обычно это был бесконечный торг, иногда на грани шантажа. И очень часто, к сожалению, это сопровождалось еще обычным банальным воровством газа из трубы. Для того, чтобы все это пресечь, мы перешли с ними на контрактные отношения. И по условиям продаж, и по условиям транспортировки. Я считаю, что это важное достижение. Более того, в определенный период, когда-то и мною, период, когда я работал президентом, принималось решение о том, чтобы им скидку предоставить. И впоследствии такие решения принимались. Но, к сожалению, эта скидка не пошла во благо. В результате накопился очень большой долг. Как бы его ни считать, он измеряется миллиардами долларов. В настоящий момент мы с ними согласовали условия торговли газом на протяжении 5 месяцев. С 1 ноября текущего года по 31 марта следующего года. И снова дали им скидку. Просто для того, чтобы экономика Украины не задохнулась. Нам не безразлично, что происходит с Украиной, это понятно. Нам не безразлично, что происходит с украинскими гражданами. Поэтому мы дали им скидку, в результате цена стала на 100 долларов меньше, против той цены, которая определяется по контракту. И в настоящий момент они начинают закупку этого газа. Заплатили даже нам по предоплате вот некоторое количество денег, там несколько сотен миллионов евро, для того, чтобы получить первую порцию газа. При этом они должны погасить нам долг. В настоящий момент согласована цифра в 3,1 миллиарда долларов. Часть погасили. Часть должны погасить до конца года. Надеюсь, что погасят. Во всяком случае, с ними мы в настоящий момент будем торговать на абсолютно прагматичной основе. Деньги платятся, газ поставляется. Если деньги не платятся, газ не поставляется. У нас есть европейские партнеры, которые активно агитируют украинцев вступать в ассоциированные члены Евросоюза, там, значит, двигаться в сторону Западной Европы. Пусть они им помогают. Мы им уже, кстати, помогли. Я напомню, что мы дали им 3-миллиардный кредит, по которому они пока, кстати, все платежи осуществляют. То есть они его обслуживают, как принято говорить. Там ежегодный платеж купонный установлен. Вот. Надеюсь, что и дальше также будут платить. Потому что если они перестанут платить по этому кредиту, наступит дефолт. А это
чревато для экономики Украины, которая и так находится в самом плачевном состоянии. Вот такова ситуация, будем смотреть за ее развитием. А вот это наша спорная дельта, мы считаем, что они нам еще должны, они уже считают, что ничего не должны, что же с ней все-таки делать? Вы знаете, я считаю, что можно договориться, всегда есть возможность сесть за стол переговоров и найти какой-то компромисс. Но если не сможем договориться, действительно в Стокгольмском арбитражном суде лежат несколько исков, будем встречаться там. Дмитрий Анатольевич, получается, что «Газпром» до сих пор заявляет, что они волнуются за европейский газовый транзит. Однажды мы достроим газопровод, который поведет газ в обход Украины. А в этой связи с Южным потоком точка поставлена или нет? Потому что, судя по передвижениям и заявлениям европейцев, наших европейских партнеров, они считают, что это еще есть поле для дискуссии. И вот в этой ситуации мы довозим газ до Турции, до хаба. Но оттуда они должны забирать его своими трубами. Вот на ваш взгляд, человек, который не чужд «Газпрома» в биографии, они эти трубы подведут? Вот эту схему объясните, пожалуйста, что теперь будет? Ну, с Южным потоком история довольно такая печальная, потому что это взаимовыгодный проект, в котором принимало участие 8 стран, и который стоит немало денег, но дает огромные преимущества. Значит, его оценка там была порядка 15 миллиардов, по-моему, по затратам на строительство всей инфраструктуры. Мы проделали огромный путь. «Газпром» работал, готовил инженерную инфраструктуру. Значит, мы договаривались со всеми. Но проект сорвался. Объективно он заморожен, и принято решение о том, чтобы от него отказаться. Почему? Потому что, к сожалению, Болгария не дала разрешения, но дело даже не в Болгарии. Болгария, к сожалению, в данном случае действовала как такой обычный член Евросоюза, подвергавшийся давлению. Как со стороны европейских властей в Брюсселе, так, скажем, откровенно, со стороны американцев. И неконструктивная позиция Европейской комиссии. Я сам неоднократно с ними на эту тему разговаривал. Значит, наш президент об этом с ними говорил. Представитель правления «Газпрома» бесконечно мотался для всякого рода согласований и переговоров. Они нам, по сути, сказали, что нам такой проект не нужен. Ну, не нужен, значит, не нужен. Тогда мы будем увеличивать мощности голубого потока или создавать дополнительные мощности по Черному морю, как вы говорите, там создавать хаб на территории, то есть такой специальный распределительный центр на территории Турции, откуда газ может поставляться в другие страны. Это не менее интересная идея, к которой могут подключиться и европейские партнеры, которые входят в Евросоюз, и другие партнеры. Но это уже будет другой проект. И там будет другой вход. Значит, естественно, об этом мы будем с ними проводить переговоры. Дмитрий Анатольевич, действительно, участие России в украинском кризисе, присоединение Крыма привело к изоляции нашей страны. При нынешней российской власти еще возможно примирение с Западом и, самое главное, возвращение страны на общеевропейский путь развития? Или все, вот эта новая формула «Россия не Европа» – это наш лозунг на долгие годы вперед? И вообще что, вот новая холодная война? А кто-то говорил, что Россия не Европа? Я всегда говорил, что Россия – это Европа. Но это Министерство культуры сформулировало даже вот прямо целое слово. С министром культуры поговорите. Это ваш министр культуры, вам у проще него, с ним наверное, свои поговорить. Представления об этом. Я думаю, что просто его не до конца поняли. Безусловно, Россия – часть Европы и часть европейской цивилизации. И, в общем, здесь даже нечего добавить. Всегда об этом и я говорил, и Владимир Владимирович Путин говорил, и масса других людей говорила. Да, Россия – отдельная страна со своими традициями, историей, культурой, но мы часть Европы. С другой стороны, мы, конечно, смотрим и в Азию. Это первое. Второе. Мы ни с кем специально не ругались. И никому войны не объявляли. Поэтому возвращаться на мирный путь развития нет никакого резона, потому что мы ни с кем не ссорились. Это с нами пытаются ссориться. Нам говорят, что вы неправильные, вы нарушаете там те или иные нормы. Значит, мы против вас будем вводить санкции. Мы с вами не будем торговать, мы с вами не будем общаться. Мы не хотим видеть целый ряд ваших государственных должностных лиц. Это же, так сказать, не наш выбор. Более того, я могу сказать прямо, это вообще очень странный выбор.
Я вот пытался проанализировать, что, например, происходило в 20 веке. Даже в 20 веке, когда был Советский Союз, отдельная идеологизированная держава, которая действительно себя всем противопоставляла, кроме стран социалистического лагеря, и были другие государства. И то не доходило до того, чтобы вводить, например, ограничения в отношении руководителей парламентов. Ну зачем это все сделано? Кому это все на пользу? Мне кажется, что просто часть наших партнеров, она пытается достичь своих, ну, достаточно узких, если хотите, корыстных политических целей за счет этой темы. И это печально. Поэтому нам спорить не с кем, мы ни с кем не ругаемся. Мы всегда готовы и открыты к тому, чтобы продолжать наши отношения и с Европой, и с Соединенными Штатами Америки, и с другими странами. Дмитрий Анатольевич, по поводу ссоримся, миримся, я давно, на самом деле, очень хотел вас спросить. Не так давно в Мьянме, если не ошибаюсь, вы встречались с Бараком Обамой, с которым у вас еще... Я не встречался с ним, мы с ним в коридоре болтали. Ну, болтали. Это главное. С которым у вас, вроде бы, со времен еще вашего президентства сохранились, не знаю, как теплые, но, по крайней мере, сохранились отношения. Вот что он вам говорил? Не знаю, может быть, вы ему, наконец, сказали, что, типа, там, Барак, старик, ну, пора бы, там, угомониться, мы не враги, друзья. Нет? Ну, вот так и сказал. А он? Значит, знаете, у нас отношения с президентом Соединенных Штатов Америки, они действительно неплохие, исторические. Мы с ним, я считаю, много достаточно полезных вещей в какой-то момент сделали, или, во всяком случае, пытались сделать. Но вопрос ведь не в наших личных отношениях. Они сейчас нормальные, хорошие даже. А вопрос в адекватности и предсказуемости партнера. И в этом плане, к сожалению, нынешняя американская администрация ведет себя неадекватно и непредсказуемо. При всем моем неплохом отношении к моим коллегам, партнерам и к тому же самому президенту Соединенных Штатов. Дружба, в общем. А так что он ответил? Значит, ну вот, поэтому, если говорить о предсказуемости, всегда важно понимать, что сделает твой партнер, что сделает руководитель государства, правительства. А что делают американцы? Они вводят в отношении нашей страны санкции, они пытаются сколотить специальный фронт против России. Но это же не дружественные действия. Это очевидно абсолютно. Поэтому, как принято говорить, мячик на их стороне. Как только они захотят вернуться на нормальный путь отношений, выбрать другую дорогу, мы к этому готовы. Абсолютно. Кто бы ни возглавлял администрацию Соединенных Штатов Америки, неважно, как фамилия президента, для нас важна сама суть отношений, а не персоналии. А вот, Бог с ним, со взглядом со стороны, а вот изнутри, знаете, некоторые вещи все-таки смотрятся странно. Так, несколько примеров в последнее время. Причем они надпартийные или, скорее, многопартийные. Ну, там демонтаж памятника Стиву Джобсу в Питере, ладно, вынесем за скобки, допустим. Отзыв об Анне Карениной, как о романе, не вполне отвечающем традиционным ценностям, это сильно. Предложение вернуть понятие «враг народа» даже с аргументами в пользу римского права, но учитывая историю нашей страны, это тоже, знаете, там запрет долларов. Заметьте, это все на слуху, поэтому я сейчас отнюдь не одну партию какую-то выделяю. Советах. Да, вот правильно ли порядок в стране надо наводить, тем более на фоне непростой внешней конъюнктуры, с этим трудно спорить. Но вот это вот тотальное запретительство, оно не попахивает, знаете, уже не борьбой консерваторов с либералами, а борьбой со здравым смыслом со стороны, извините за выражение, реакционеров. Ну, вы знаете, есть масса самых разных инициатив, часть из них какая-то смешная, часть дурацкая, но подхватывает, часть идей значит, превращается в законопроекты, вы правы, Рада. Но вот все, о чем вы говорили, ни в какие законы-то в конечном счете не воплотилось. Если бы речь шла о череде законов, которые уже на эту тему приняты, но это должно было бы всех нас очень сильно удивить, если не сказать больше. А вот но это просто инициатива. Значит, да, есть некий тренд, наверное, кому-то хочется в этот тренд встроиться, показать, что вот у него есть там собственная позиция, но это его право. Но самое главное, что это ни во что не превращается. И мне кажется, это гораздо важнее. У нас ведь всегда люди старались находиться внутри определенного тренда, и, как принято раньше было говорить, колебаться вместе с генеральной линией партии. Вот вы сказали про разрушение памятника
Стиву Джобсу, да, или там Ну, его убрали куда-то, демонтаж. Ну, глупость, конечно, полная. Во-первых, непонятно, зачем ставили, а если поставили, зачем сами же унесли. Но у нас были более страшные вещи. У нас сначала люди давали деньги на сооружение храмов, а потом в 20-е годы сами их разрушали. Дмитрий Анатольевич, если говорить, вот тут важно, это в продолжении этой темы, а тема очень важная. Вот если судить по прессе, ну, не трогать телевизор, чтобы, не дай бог, не спорить с коллегами, то полное ощущение, что уже почти год мы живем на Украине, а не в России. Начинали год, ну, как говорится, за здравие здесь, в России, с Олимпиады, а заканчиваем с ощущением всеобщей агрессии, вот, которая буквально висит в воздухе. Вот поиски внешних и внутренних врагов, о которых Сережа уже тут вспоминал. Ура-патриотизм, который часто соскакивает уже в шовинизм. Вот что, по-вашему, надо сделать, чтобы снизить этот градус ненависти, который есть сейчас в обществе? Ребята, у нас 11 минут примерно эфира остается, мне сообщает режиссер. Марьян, но вы мне задаете вопрос о том, что я могу сделать для того, чтобы вы, как телевизионные люди, другую позицию занимали. Я не очень его понимаю до конца, этот вопрос. Иными словами, ведь телевизионную атмосферу, скажем так, создаете вы все, сидящие здесь за этим столом. Причем вы, скажем, прямо не последние на телевидении люди, и руководители телевизионные в том числе. Если вы считаете, что на телевидении слишком много агрессии, значит, сами выстраиваете свою политику таким образом, чтобы было проще, спокойнее. Но телевидение – это всегда все-таки зеркало того, что происходит. Я надеюсь, вы со мной согласитесь. Действительно, год начался с нашей блистательной, триумфальной победы на Олимпиаде и Паралимпиаде. Каждый из нас испытывал колоссальную гордость за это. Потом случилась Украина, случились все эти события. Потом на Украине начались вот эти совершенно печальные, драматические события, по сути, гражданская война. Очевидно, что это наложило свою печать и на телевизионную сетку, и на то, что вы показываете. Другое дело, я, наверное, соглашусь с вами вот в чем, и, наверное, большинство наших людей с этим согласится. Да, Украина – это очень важно. Там наши братья, там очень тяжелая ситуация. Есть ситуация на Юго-Востоке, где, по сути, гражданская война шла, и до сих пор отголоски ее слышны. Но есть и российские события, и о них забывать нельзя. И не должно возникать ощущение, что мы все живем только Украиной. Это справедливо, но это, уважаемые коллеги, дорогие друзья, это в ваших руках. Дмитрий Анатольевич, вот у меня вопрос. Прости, у меня важный вопрос. Он не о независимых СМИ, не о, тем более, об их проблемах, откуда бы они ни вещали, об общих проблемах. Знаете, есть ощущение такое, что многие политики, экономисты, которых принято считать либералами, которые проводили очень важные для нашей страны реформы в первые годы президентства Путина, которые задавали тон во время вашего президентства. В последнее время они потеряли голос. Либо они перестали доносить свою позицию до президента страны осознанно или неосознанно. Скажите, это так? И что случилось с вами? Вы перестали быть либералом или вы им не были никогда? Мне кажется, я остался тем, кем я был. Очень трудно себе давать характеристику. И вообще, как известно, есть довольно такая хорошая фраза, правильная фраза, которую приписывают Бенджамину Дизраэлю. Вы, наверное, ее отлично знаете, премьер-министру Британии, который сказал, значит, у того нет сердца, кто в 16 лет не был либералом, но у того нет головы, кто к 60 годам не стал консерватором. Поэтому сами определите свое место в этой системе координат. Вам сколько лет сейчас? Мне 33. 33. Ну, вот вы, видимо, на пути от либерала к консерватору находитесь. Вот. Если говорить серьезно, то, конечно... либеральные реформы уже у нас в 16-летии. Значит, вот послушайте. Я могу вам сказать прямо. Абсолютное большинство предложений, которые формулирует правительство, носят с точки зрения экономической, подчеркиваю, либеральный характер. Значит, те идеи, которые заложены в послании президента экономические, они по своей экономической природе носят именно либеральный характер, направлены на укрепление свободы предпринимательства и защиту
частной собственности. Более того, наши партнеры, я все-таки политическую партию возглавляю, они всегда говорят, что у нас правительство проводит, значит, уже опостылевшие либеральные реформы. Пора с этим правительством расстаться. Ну, это же постоянная мантра, которая произносится некоторыми нашими партнерами, в том числе коммунистами и так далее. Поэтому говорить о том, что у нас произошел какой-то переток, было бы неправильно. Но очевидно, что у каждой эпохи свои символы. И в этом году этими символами являются не вот те вещи, о которых вы сейчас только что сказали, а несколько другие вещи, которые для страны очень важны. Значит, ну, это действительно так. Это и та же самая Олимпиада, и тот же самый Крым. И поэтому рассуждения на другую тему, они отступили в сторону. Мне кажется, это нормально. Предлагаю У каждой эпохи свои символы, у каждого мгновения свой резон. Мастер последнего вопроса Вадим. Предлагаю закончить. Меня заклюют. Спроси про Новый год тогда. Да, неожиданно. Ну, на самом деле, до Нового года Новый не так год много. Очень, да, будет. Я считаю, что все равно будет, несмотря ни на что. Я, знаете, извините, Вадим, поймал себя на мысли, что так быстро все несется, что вот мы с вами буквально совсем недавно сидели за этим же столом, практически в том же составе абсолютно. И Дай вот бог уже... не последний. Ну ладно, без пессимизма. На самом деле, хотел спросить Есть вас, основания? будете ли вы отмечать корпоративом Новый год в правительстве? Ну, думаю, это глупый вопрос, все равно вы не ответите, может быть. Почему? Я отвечу вам абсолютно искренне. Да, Будете? конечно. Значит, в отношении корпоративов. Я считаю, что любые корпоративы возможны только за собственный счет. Ну, сдают уже деньги Значит, министры? так вот, если говорить о корпоративах, которые проходят в органах власти и так далее, я считаю, что это должно быть железное правило, никаких бюджетных средств, но если люди сами хотят встретиться, выпить по бокалу шампанского, что-то съесть, так сказать, из российских продуктов, то это очень легко можно сделать. Мы, скорее всего, с членами правительства скинемся и пойдем в ресторан. А к вам не приходили, не скинулись? нет? Дмитрий Анатольевич, вот Но я не кассир, не собираю. Дмитрий Анатольевич, Найдутся а вы люди. в России Дмитрий Анатольевич, мы у проведете нас праздники в новогодние? России, конечно же, в России. Да? Я проведу праздники в России, А вот те, постараюсь кому нельзя покататься выезжать, на не лыжах. носители секретов, вы считаете правильно, что они должны будут в России провести? Значит, Ну, вот тебе хороший предновогодний кто вопрос. не подписывал соответствующих бумаг и который не давал там, подписки о невыезде, кто не является секретоносителем в узком смысле этого слова, может проводить Вот каникулы участковый из-за в Сибири, границы. у которого погоны, он является сотрудником полиции, теперь не может выезжать, вы считаете? Я считаю, что тот, кто не является носителем секретов, может выезжать. Вот это моя позиция. Вадиму не дали мы Вот задать давайте вопрос. представим, что... Я понимаю, что сложно представить. Давайте все-таки представим, что здесь сидят друзья, ваши друзья. Ну, так и есть. И надеюсь. Так вот, вот что бы вы могли сказать своим друзьям, если бы вам задали вопрос, вот, Дмитрий Анатольевич, скажите, чем вам запомнился хорошим этот 2014? Вот, если используя не канцелярский язык, а очень-очень человеческий, личный какой-то. Чем он вам, 2014 год, дорог? Вот чем он запомнится вам лично? Тем же, чем и абсолютному большинству наших людей. Нашими победами на Олимпиаде. Я действительно переживал. Для меня это был такой, знаете, настоящий человеческий подъем. Я помню, когда мы забрали последнюю золотую медаль, ну просто праздник какой-то был в душе. И я на самом деле чувствовал себя победителем таким же, как и наши спортсмены. Конечно, Крымом запомнится. Чего скрывать? Мы всегда считали, что это наша земля. Но то, что люди, которые живут в Крыму, вернулись в Россию, сами за это высказались, это важнейшее событие года. Как бы мы ни относились к последующим событиям, это действительно очень важно. Ну и, наконец, как и любому обычному, надеюсь, нормальному человеку, для меня этот год запомнится тем, что, ну, принято говорить, слава Богу, что все близкие живы-здоровы. И это может быть важно, как никогда. Друзья, ну до Нового года еще 20 дней, 21. Эфир наш все-таки подходит к концу. Марьяна, Вадим и Рада, Миша, спасибо огромное. Дмитрий Анатольевич, спасибо вам большое. С наступающими. Вам спасибо большое. Надеюсь, что, как сказал Михаил, не в последний раз. Абсолютно. Дорогие друзья, в эфире была программа, ежегодная программа «Разговор» с Дмитрием Медведевым. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. 37.